Что это за волшебный укол и стоит ли его делать? Это лучше не делать, так как у всех препаратов есть побочные эффекты. Так а чем тогда лечить аллергию? Лечение респираторной аллергии – это осит-терапия. А эта терапия подходит детям? Да, их можно проводить с 5 лет. Как Страшное понять, то, что может быть. отеки, вовремя обратиться? Вот как определить? То есть, если вы чувствуете затруднение дыхания, если у вас начинает, вы видите, что отекают губы, глаза, то звонить в скорую в первую очередь. Какие анализы в первую очередь стоит сдавать, а какие не нужно сдавать во время аллергии? Если касаться именно самих анализов, у нас очень любят назначать ненужные анализы на данный момент, как уже, в принципе, мировая практика показывает. Помогают ли диеты во время аллергии, когда они необходимы? В целом, зачастую просто так диеты не нужны бывают, особенно такие длительные. Вас мучает аллергия? В первую очередь необходимо выявить причины и исключить аллергены, которые вызывают реакцию. В гостях нашей студии сегодня врач-аллерголог, иммунолог, педиатр Лимара Абибулаева. Хош келдіңіз. Лимара ханым, что такое аллергия? Аллергия – это гиперчувствительность нашего организма на вещества, которые в норме у других людей не вызывают реакции. Поэтому их называют аллергенами. Ну вот, например, в целом у нас амброзия очень часто то, что встречается для нашего региона именно в Крыму. Я сижу, у меня, допустим, есть аллергия на амброзию, у меня организм реагирует, у вас аллергии может не быть. Угу. А какие бывают аллергии, какие виды? Аллергии, в первую очередь, это респираторные, это пищевые аллергии, ну, по методам проявления померим, это еще кожные могут быть чаще всего. Респираторная аллергия, она вызывается чем и как она проявляется чаще всего? Респираторная аллергия вызывается чаще всего именно аллергенами ингаляционными, то есть то, что попадает нам на слизистые, то, что мы вдыхаем. Это может быть пыль домашняя, ну точнее это именно вызывается на клещи домашней пыли, которые содержатся в ней, они тоже разные бывают. Это плесень, то есть грибок, который у нас тоже в старых помещениях, в старых домах может находиться. Это может быть шерсть и эпителий различных животных и пыльца растений, трав различных, то тем более то, что сезонное, и то, что у нас чаще всего именно для наших регионов, оно отличается. То есть Южный округ от Центральной России, соответственно, и аллергены разные. А как она проявляется? То есть как мне понять, что у меня аллергия на домашнюю пыль? Проявление чаще всего это такое, то есть это заложенность носа, чихание, очень часто прям много, зуд в носу, прозрачные слизистые выделения из носа, зуд в глазах, покраснение глаз, першение иногда может быть. И если длительно, то есть сопровождается аллергия на протяжении там, нескольких лет, то еще и кашель присоединяется. Но при этом всем нет температуры. Ну, то есть схоже с респираторными проявлениями ОРВИ, можно сказать, но при этом всем нет температуры, и если вы замечаете, то есть это, да, это бывает круглый год, когда мы говорим о плесени или говорим о пыли домашней, да, но если это растения какие-то, то чаще сезонность. То есть люди замечают, что каждый год в середине июля у меня начинаются вот такие симптомы на протяжении нескольких лет. То есть это говорит, скорее всего, о том, что у человека аллергический ринит, то есть полинос. Угу. А купируется ли именно респираторная аллергия вот такими вот рядовыми препаратами по типу зодока, будь то цитрина и так далее, да, вот таблеточками? Ну, в целом, в принципе, лечение именно респираторной аллергии, как правило, в первую очередь, это симптоматическое, да. Мы, конечно, назначаем антигистаминные препараты, их стоит пить, не стоит бояться. Сейчас нового поколения препаратов, их можно принимать длительно, и можно и детям тоже давать. Затем это глюкокортикоид, то есть гормональные спреи в нос. Их тоже не стоит бояться, они оказывают местное действие. Это лучше, чем выбирать, допустим, тот же самый сосудосуживающие препараты. Сосудосуживающие препараты лучше не использовать в таких ситуациях, так как они вызывают привыкание у организма, да, и, соответственно, потом на ваш аллергический ринит еще накладывается медикаментозный ринит, который еще тяжелее потом лечить. А на сегодняшний день в просторах интернета очень много встречается информации о каком-то волшебном уколе от аллергии. Что это за волшебный укол и стоит ли его делать?
Ну, волшебный укол, так называемый, как мы его называем, да, действительно есть. Очень особенно любят друг другу советовать пациенты. Вот я сделал, у меня все хорошо, прошло. То есть это гормональный препарат, да, он не лечит аллергию, начнем с этого. Он только купирует симптомы. То есть, по сути, то, чем мы можем сделать антигистамины и гормонами в нос. То есть это Но первая помощь? Но это даже не первая помощь, это лучшего не делать, так как у всех препаратов есть побочные эффекты. И эффект от этого укола будет, ну, как бы намного меньше, чем если ставить на весы, допустим, чем в плане смотреть на их побочные эффекты. Особенно, когда это делают молодые еще, те, которые будут рожать, девушки или мужчины. То есть это очень влияет и на репродуктивную систему. Поэтому лучше не увлекаться. Так а чем тогда лечить аллергию? Лечение респираторной аллергии – это осит-терапия. Это аллерген-специфическая иммунотерапия. Это то, когда, то есть если в целом, да, вот банально рассказать об аллергии, это неправильная реакция организма на то, когда попадает к нам вещество какое-либо. А здесь он учит правильно реагировать организм на аллерген. Это по типу как прививки. То есть в малых дозах вводится аллерген в организм, и организм за это время учится правильно на него реагировать. Это единственное лечение аллергии, оно длительное. Терапия, если мы говорим о сезонной, допустим, то это от 3 до 5 курсов. И курсы длятся от 3 до 4 месяцев. Или круглогодичные, то там можно не прерываться. То есть, ну и плюс, в принципе, то есть все равно это все длительно. Одним уколом вы не спасетесь. Осит-терапия – это цикл, да? То есть, получается, нужно сделать несколько курсов. Пройти курс. Да, даже. То есть осит-терапия, да, это аллерген-специфическая иммунотерапия. Это когда аллерген вводим в организм. Пути разные. Есть в виде таблеток, есть в виде спреев там, под язык, который быстренько всасывается, или в виде уколов. А эта терапия подходит детям? Да, их можно проводить с 5 лет. С 5 лет, то есть можно бороться. А до 5 лет как бороться с такой? До 5 лет, к сожалению, мы ждем. Симптомы только да, убираем? симптоматически. Но это опять-таки возвращается к гормону, да? Их не стоит бояться. Это лучше, чем жить некомфортно, во-первых, и колоть гормон внутрь. Лучше использовать местные гормоны, антигистамины использовать. Это уже доказано, и их эффективность, раз. Во-вторых, то, что это можно использовать на длительный период. Угу. Что такое пищевая аллергия? Какие у нее симптомы? Что ее вызывает? Ну, пищевая аллергия – это даже у нас еще такая отдельная тема в плане того, что питание это в целом, да, всегда проблематично, особенно когда рождается ребенок. То есть если начнем с новорожденного периода, чаще всего это кровь в стуле, да, то есть те, которые мамы замечают именно прожилки крови в стуле у детей, это может быть сыпь по типу крапивницы. Чаще всего это вот те симптомы, которые именно сопровождают пищевую аллергию. Если говорить в целом о пищевой аллергии, да, то есть это когда что-то съели, и вызываются симптомы. Самые тяжелые реакции на пищевую аллергию – это анафилаксия. Это смертельный исход? Да. Ну, если вовремя не оказать помощь. Анафилактический шок. Правильно это называется? Да. А отек квинки – это тоже туда же? Отек квинки это относится к анафилактическому шоку. Это то, когда не просто высыпало, да, там некоторые просто путают, что просто высыпало, крапивница острая, да. Или может быть просто, то есть отек губ, отек глаз, да, когда идет реакция аллергическая. Но когда две системы затрагиваются, допустим, идет отек на лице, губы, глаза отекают, и это может быть до гортани дойти. Вот, ну, как бы это самое страшное. Как понять, то, что начинается отек квинки, и вовремя обратиться? Вот как определить? То есть, если вы чувствуете затруднение дыхания, если у вас начинает, вы видите, что отекают губы, глаза, то звонить в скорую в первую очередь. Какие анализы в первую очередь стоит сдавать, а какие не нужно сдавать во время аллергии или при подозрении на аллергию? Анализы – это тоже отдельная тема, когда просто приходят с вот такими папками анализов на 20, на 30 тысяч даны, и просто доктор, говорит, разводит руками, что там все нормально, а реакция есть. То есть, поэтому лучше всегда идти на прием, а потом идти сдавать анализы. В некоторых случаях даже бывает, что анализы не нужны. То есть это экономит, во-первых, время, бюджет семьи. В-третьих, особенно если это ребенок, я всегда говорю, это стресс. Лишний раз сдавать кровь для ребенка – это стресс.
пожалейте ребенка. Если касаться именно самих анализов, у нас очень любят назначать ненужные анализы на данный момент, как уже, в принципе, мировая практика показывает. Это эозинофильный катионный белок. Часто до сих пор у нас назначается. Он не нужен в целом. И плюс у нас очень любят сдавать иммуноглобулины G4. Это не показатель. Они сдают, он повышен, и говорят, что вот у нас аллергия. Нет, это не аллергия. Аллергическая реакция, она подтверждается именно иммуноглобулином Е. А вот эта вот панель, о которой все говорят, аллергическая панель, вот какие-то надрезы на руке, испытывания вот каких-то вот, да, вот Есть причин. такое, то есть это Что это? кожные тесты. Это действительно очень эффективная диагностика идет, но просто не везде это можно провести. Как правильно это называется? Это кожные тесты. Кожные Да, тесты. да, на аллергию. И, к сожалению, у нас не часто где-то они проводятся, но это очень информативные тесты, да, и действительно оно есть. То есть это на коже, вот здесь, вот на этой поверхности проводится, то есть наносятся аллергены различные, и маленьким, такой как иголочкой, кодификатором проводят маленькие надрезики, и оценивается просто состояние кожи, то есть реакция кожи на какой-то из аллергенов. Помогают ли диеты во время аллергии, когда они необходимы? Диеты. К сожалению, у нас тоже очень часто назначают необоснованные диеты. Да? Всегда почему? Необоснованная диета, если в первую очередь, то есть исключает целый там, продукт или целую группу продуктов, да, и, соответственно, на протяжении долгого времени там, ребенок или взрослый человек не получает. Во всех продуктах у нас есть витамины, минералы, микроэлементы, которые нужны для нашего организма. И когда мы их исключаем, то или вариант должны мы заменить другими продуктами, где содержатся эти микроэлементы и витамины, ну или в целом зачастую просто так диеты не нужны бывают, особенно такие длительные. Мгм. А для мам на грудном вскармливании введение аллергенов в рацион? На грудном вскармливании, наоборот, мамы не должны сидеть на диете. Это раньше у нас было такое, что мама должна есть гречку и курицу. Нет, мы говорим о том, что, в принципе, во время беременности, во время кормления уходит много микроэлементов и витаминов, опять-таки, к ребенку. И, соответственно, маме тоже нужно восстанавливаться. Раз. Во-вторых, если говорить с точки профилактики аллергии, именно, да, реакции, то лучше, что когда у мамы разнообразный рацион, когда она использует все, что вот она до этого и ела, и, в принципе, ест разнообразно, и это минимизирует. То есть, если она тем более кормит грудью, соответственно, через молоко попадают в малых, пусть и дозах, и ребенок уже сталкивается с различными веществами, это минимизирует риск развития аллергии при прикорме. Когда мы говорим о прикорме, то не стоит тоже бояться вводить в прикорм аллергены. То есть это лучше делать в первые пару месяцев, да, то есть вот те, которые у нас есть аллергены, их лучше вводить в начале, не бояться. Даже если в семье или в анамнезе есть, что, допустим, первый ребенок с аллергией на молоко, допустим, да, не нужно бояться, нужно вводить, потому что на этого ребенка нужно смотреть, возможно, у него нет. То есть нам очень важно развивать сенсибилизацию, толерантность организма. То есть если организм не будет сталкиваться на протяжении долгого времени, почему и вот эти диеты длительные, это тоже не есть хорошо, то есть организм, когда не сталкивается с веществами, и вот наоборот, вот здесь, то есть как мы тренируем организм, да, вот здесь могут быть, наоборот, риск развития того, что аллергия разовьется выше. Поэтому лучше все-таки, пусть в малых дозах, в разные периоды, но организм должен сталкиваться с различными аллергенами. Ну вот что касается деток, аллергию перерасти можно? Да. Аллергия перерастается, лучше всего перерастается это аллергия на молоко и яйца. Как правило, к годам 5-6% 90 детей перерастает аллергию. Дальше, что из такого? Пшеница тоже, то есть глютен, тот, который модный у нас там, можно так сказать, годам к 12 тоже больше половины детей перерастают аллергию. Самые тяжело перерастаются это кунжут и орехи. Вот там порядка 9 только процентов, кто перерастает эту аллергию. Ну, то есть она более упрямая. А что такое лактозная недостаточность? Как она проявляется и у кого она может быть? Это тоже такой очень интересный вопрос, и мы очень часто на эту тему разговариваем с пациентами, в том числе часто приходит, у нас лактозная недостаточность, все, мы не едим молоко, не употребляем его в пищу вообще. Чтобы так вот банально объясню, аллергия – это реакция на белок. То есть даже реакция на молоко именно на белок, то есть в составе этого молока.
Лактоза это сахар, который содержится, то есть это углевод. На углевод у нас аллергии не бывает. И, соответственно, когда мы говорим о лактазной недостаточности, то есть это не истинная аллергическая реакция, раз. Это просто у организма, у ребенка, допустим, чаще всего или у взрослого, не хватает ферментов, да, то есть той же лактозы, чтобы переварить этот углевод. Соответственно, вызывает дискомфорт, да, это брожение, это бурление в кишечнике. Да, просто на время можно исключать и там использовать безлактозное молоко, но если аллергия на молоко, мы говорим, то это, безлактозное молоко, как у нас любят, говорит, мы тогда возьмем безлактозное молоко, будем пользоваться. Нет. То есть при аллергии на молоко, именно белок коровьего молока, тогда мы используем растительное молоко. То есть это овсяное, кокосовое, рисовое может быть. Но если мы говорим о лактазной недостаточности, то да, там это достаточно, но это не аллергия. А глютен что такое? Почему все его так боятся сегодня? Не все, но очень многие. Это тоже вот из разряда лактазной недостаточности, что да, его тяжелее переваривать, что некоторый организм не может иногда, что тяжело ему это сделать. То есть это тоже все от состава ферментов. Здесь не стоит бояться садиться на длительные диеты, это тоже не есть правильно. Редко очень, когда кому нужна безглютеновая диета. И если говорить о том, что иммуноглобулин Е, иммуноглобулины G, о которых мы ранее говорили, то, что у нас действительно, да, есть аллергические реакции, когда, то есть ребенок съел, и в первый от получаса до 2 часов появляется прям яркая сыпь по типу крапивницы, вот это, да, мы можем говорить об аллергической реакции. Но когда у нас там ребенок поел арбуз или поел помидор, и у него вот просто вот здесь вот там покраснело, то есть это местная реакция, это не аллергия, значит, там на арбуз или тот же самый цитрус или еще какой-то. И это купируется, все очень быстро проходит, и исключать эти группы или там, да, продукты не нужно. И еще очень у нас часто такое, что тут, когда спрашиваешь, а на что у вас есть реакция? У меня там на мандарины, на клубнику. Это вещества, которые, в принципе, содержат у нас по себе гистамин, который у них уже есть, то есть то, что вырабатывается у нас при аллергической реакции. Просто при аллергической реакции это там целый комплекс идет, и оно вырабатывается в организме. А здесь в большом количестве он просто извне уже поступает готовый. И поэтому у нас есть такое вещество, что я там съел клубнику, и вот там ребенка высыпало, или там съел мандарины, и нас там посыпало, или там сыпь появилась. Не нужно исключать из-за этого. Это, в принципе, просто аллергическая реакция, но которая дозозависимая, не истинная аллергия. И здесь просто доза у каждого своя. То есть кто-то может съесть 1 мандарин и его высыпет, а кто-то может съесть 2 килограмма и его не высыпет. Здесь главное подобрать дозу и есть в том виде, вот уже, то есть в том количестве, которому оно достаточно, но не исключать. Завершающий вопрос. С аллергией обязательно бороться всегда, какая бы она ни была? Или есть какие-то виды аллергии, на которые можно и не обращать внимания? Аллергические реакции, все-таки аллергию лечить нужно. Если мы говорим о респираторной аллергии, то почему все-таки ее лучше лечить? Потому что в будущем она может перерасти в бронхиальную астму. Çok sağ olunuz. Если вас мучает аллергия, не тяните с этим и обратитесь к специалисту. Будьте здоровы!